Руководитель региона в сопровождении министра культуры Тимура Дзейтова осмотрел здание летнего концертного здания и помещений, в которых находятся работники филармонии, и отметил, что качество строительства и ошибки проектных решений привели здание к постепенному разрушению. Махмуд Али Калиматов считает, что если имеются риски для жизни и здоровья людей, необходимо принимать срочные меры для их устранения. Здесь в зимний период, вот здесь есть стоки, вот с этой стороны они, вот они, сейчас я покажу. Это вот эти трубы, вот эта тоненькая труба, которая сверху идет внутри, это является неким стоком. Она что делает? Наполняется водой и полностью здесь идет большой перелив с этой стороны и с той стороны. Когда идут дожди, где-то метров 5 вовнутрь зала, оно все заливается водой. Вот. И с той стороны тоже. То есть как бы центр зала работает, а все остальное оно уже в негодность. Мы его поддерживаем, там плитки отваливаются. Вот это все от ветров, которые получаются, вот это все они рвутся, падают, и мы их постоянно латаем и в зимний период снимаем. Как здесь? Здесь несоответствие еще теплового направления. Вот эти вот сами батареи, которые находятся, они находятся на, например, 50 квадратных метров, там 2 батареи. То из них одна нерабочая. Теплых полов нету. И внутри здания в зимний период начинает огромная сырость быть. Даже вот сейчас, если мы пройдем, мы это все увидим. Сырость? Сырость, сильная сырость, ну, которая... Тогда здесь ни один певец не может находиться. Они не могут находиться, и вот они в таком болезненном состоянии постоянно приходят. Сквозняки. Как здесь вообще люди сидят? Ну, здесь они практически, не сидят, потому что в летний период, в самую жаркую погоду, еще возможно что-то провести, но соответствие вот этого звука и происходящего на этой сцене, оно прям сразу разлетается, и в зал вообще что-то не доходит. Мы обследование делали внутри, внизу лазили. Там вообще бетон на снег заливали. А там вообще рукой проходит полностью. И вода внизу, да? Да. Да. Что это? Влага. Профессиональная. Влага. Влага? Это от влаги вот это. Ну, здесь еще как бы хорошо. А здесь хорошо? Здесь хорошо. Это если мы сейчас зайдем в малый зал и в фойе малого зала, там, конечно, это будет. Вот видишь, все красиво так. А это все позорит, Вот да? по стенам у нас что происходит, грибки вот так вот. Мы же болеть будем. Категория технического состояния строительной конструкции или сооружения в целом характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкции. Но это что касается существующего состояния, то есть тут говорится о том, что возможно усиление конструкции. Но если мы говорим об усилении конструкции вот того, что мы видим, то, ну, наверное, как-то усилить фундамент можно и тем самым обезопасить то, что есть. Но в том виде, в котором оно есть, ну, его использовать, наверное, нельзя. Руководителем региона на месте было принято решение временно предоставить помещение сотрудникам культурного учреждения в других структурных подразделениях Министерства культуры. Я вам скажу, там не может находиться здоровый человек, там все в плесени, в сырости. А инструменты, которые мы столько денег, вы их загубите, там сырость, сухость, сырость, сухость. И знаете, на чем они живут? Вот я сказал, выясните мне, сколько электроэнергии. В силу того, что не поставили надлежащие отопительных батарей, все рушится. В подвале вода. В кабинете директора, вот она, дождь пошел, и вот все течет у него. Потолок всех этажей. Он уже влагой напитался, и он как вот в плохом сарае провис везде. Вот сейчас заключение у нас есть. Говорят, ускоренными темпами взяли фундамент, ну, предположительно, как Тимур Наилевич говорит, они его снегом, со льдом туда загоняли, а потом она выпарилась, вода-то, рыхлый фундамент. Здесь кто строил у нас амфитеатр? Я здесь сказал, поднимите, Тимур Наилевич. Значит, ну, вы понимаете, мы сейчас суды, там будем писать прокуратуру, но нам нужно, чтобы нам документы пойти в суд, нам нужно строительную экспертизу, да? А ее надо 2 400 000, да? Представляете, да? Теперь вот те объекты, которые в аварийном состоянии,
Мы, чтобы пойти в суд, мы должны вот с фонда, я говорю, давайте возьмем, экспертизу закажем, и таких объектов десятки. Десятки. Вместо того, чтобы заниматься созиданием, новое что-то делать, куда-то нам идти вперед. То есть я хожу по объектам, огромные ведь помещения, огромные сооружения, его нет. Вместе с тем, в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина в городе Магасе планируется строительство здания Государственной филармонии и ряда других объектов культуры. Хава Салтыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.